непрерывно там 100 километров, это продолжающиеся пляжи, там 100, 200, 300 километров. То есть на Земле таких мест очень много, и их можно даже сказать переизбыток этих мест. Да? Но если говорить в рамках России, да, там неплохое, но есть, опять же, альтернатива. Альтернатива есть в плане того, что Черно-Черноморское побережье, то есть тоже огромная береговая зона и так далее. Дальше она там уходит в Крым и так далее. Ну ладно, в данный момент это такое опасное место, короче, там война, все это угроза как бы приближается, там, короче, боевые действия рядом, короче, и так далее. Но если завтра начнутся боевые действия уже на территории Каспийского моря, потому что мы знаем, что Каспийское море это Иран, тут Азербайджан, там есть, короче, армяно-азербайджанский конфликт, он может там дальше как-то разрастаться, тоже потенциальная угроза. И что? Кто захочет здесь что-то, кто более-менее разбирается в геополитике, он понимает, что следующая зона это будет вот это, потому что есть ирано-израильский конфликт, и есть азербайджано-армянский конфликт, который подогревается Турцией, да. Поэтому не за горами, что и здесь это. То есть из-за этого надо понимать, что в ближайшее время, даже если это и можно сделать, это никто не будет, во-первых, делать это. Инвестиции сюда не придут в ближайшие, я не знаю, сколько там лет, десятков лет, да, потому что это потенциальная зона в дальнейшем каких-то непосредственно здесь может и не возникнуть конфликт, но сюда может прийти этот последствия конфликтов, которые там в приграничных территориях и так далее. Поэтому теоретически Дубай можно, да, построить, но кто, во-первых, это будет строить, и кто будет инвестором? Инвесторы с такими деньгами, инвесторы только за рубежом, только, то есть наши люди инвестировать тоже не будут сюда. Они там в Крым не могли нормально инвестировать, понимая, что скоро будет угроза. Они поэтому туда не вкладывали. Они могли вкладывать, было много денег. Почему не вкладывали? Потому что есть инсайдерская информация, что скоро что-то будет. Да и вообще любой, кто более-менее занимается бизнесом, экономикой, такой в глобальном смысле и так далее, они все знают наперед, что будет. Потому что у них инсайдерская информация есть, и они все сопоставляют, есть серьезные аналитики, и они все это дают советы делать или не делать, заходить, не заходить и так далее.